Очень важно сейчас воспитывать экологически грамотную молодежь. Вау, это на самом деле очень круто. Мы живем в нестабильном, очень неопределенном, сложном и неоднозначном мире. Были ли у вас случаи, когда ученикам требовалась психологическая помощь? Рынок труда требует, чтобы мы всегда работали над собой. В народных мудростях даже у нас есть пословицы, в казахском языке «юрен жирен». Наши предки уже давно это предсказали. Какие же образовательные тренды сейчас вы отмечаете и замечаете? Сейчас, наверное, основная функция вузов – это подготовить подрастающее поколение к вызовам. С какой ценностью вы себя ассоциируете? Сложный вопрос. Как часто вы мечтаете покорять новые страны, познакомиться с новыми культурами и обучаться в престижных университетах за границей? Сегодня мы расскажем вам о программе, которая дает возможность воплотить эту мечту в реальность. Меня зовут Аружан Хафиз, и это подкаст iShulpan для тех, кто хочет знать о новых трендах и держать руку на пульсе. Гость сегодняшнего выпуска является официальным координатором национального офиса Erasmus в Казахстане. Она знает все об обучении в Европе и даже больше. А с такими людьми надо дружить. Erasmus – это не просто программа обмена студентами, это целое приключение, которое расширяет границы вашего образования и дает возможность глядеть на мир по-новому. Путешествие, обучение, новые друзья и многое другое ждет всех, кто хочет принять участие в этой программе. Международный культурно-просветительский проект iShulpan поддерживается представительством Европейского Союза в Казахстане. Так давайте же начнем наше приключение за знаниями и узнаем о трендах в обучении в Европе. Начинаем! Добрый день, меня зовут Лаура, я работаю в сфере высшего образования более 20 лет. В основном занималась рекрутингом и приемом студентов, в том числе иностранных студентов. Занималась также продвижением, популяризацией международных программ. Сейчас я занимаю должность координатора национального офиса Erasmus+ в Казахстане. И нашей основной задачей является продвижение и популяризация программы Erasmus+ в Казахстане, а также диссеминация результатов данной программы и оказываем информационно-консультативную поддержку вузам, участникам нашей программы. Я выпускница Казахского университета международных отношений и мировых языков, также являюсь совладельницей программы «Болашак», получала магистерскую степень в университете Шеффилд по направлению образовательная политика и практика. Мое хобби, у меня очень такая творческая семья, я играю на домбре, я исполняю казахские күй и также иногда пишу стихи на казахском языке. Еще люблю путешествовать, открывать для себя новые страны, новые культуры. Для меня, наверное, источник энергии – это все-таки моя семья, мои родители, мой супруг, и моя работа. Она очень интересная. В ходе работы я встречаюсь со многими очень интересными личностями, и это тоже своего рода источник энергии для меня. Я руководствуюсь по жизни следующим слоганом – это верить в свои силы, в свои знания и следовать своим мечтам и желаниям. Лаура, добро пожаловать на проект iShulpan. Спасибо. Сегодня я хотела бы с вами поговорить об трендах современного образования. Химические отношения между людьми являются самым главным, ведь общение – это важная часть университетского опыта, да и жизненного в целом. А программа по обмену студентов сейчас является уже некой нормой, я бы сказала. А Erasmus является одной из самых главных компаний по обмену студентами по всей Европе, да и миру. Когда она зародилась и почему? Спасибо, Аружан, за вопрос. Во-первых, спасибо за приглашение. Очень рада быть в студии сегодня. Что касается программы Erasmus, вы правильно отметили, это флагманская программа Европейского Союза. Она действует уже более 35 лет. Наверное, самая такая популярная программа. Что касается именно статистики по Казахстану, в рамках Erasmus прошли обучение более 5000 студентов, 5000 граждан Казахстана. Потому что программа Erasmus, она очень масштабная,
да, то есть обширная программа, и внутри программы Erasmus очень много направлений. Одним из этих направлений является Erasmus Mundus, да, это разработка, реализация совместных программ магистратуры. И в этом году я хочу это отметить, что отмечается 20-летний юбилей программы Erasmus Mundus. Если говорить по Казахстану, по программе Erasmus Mundus Joint Masters, мы вкратце называем EMJM, прошли обучение свыше 400 студентов. А если говорить в общем, да, включая все компоненты программы, то более 5000 студентов и граждан Казахстана прошли обучение в рамках программы Erasmus+. А вы связаны с этими студентами после их обучения? Чего они достигли? У нас очень много выдающихся выпускников, аламников. Мы с ними поддерживаем связь. Более того, есть Alumni Association, да, ассоциация выпускников Erasmus Mundus. Как раз таки хотела отметить одну нашу выпускницу, Юлия Ванжулова, которая основала эту ассоциацию. Вдохновившись идеей в целом программы Erasmus, она основала свой грант. Он называется Dream Big. Заключается грант, суть гранта в том, что она выделяет финансирование молодежи из социально уязвимых категорий, то есть она дает финансирование для обучения за рубежом. Это один из таких многих примеров, поэтому мы очень гордимся нашими выпускниками и, конечно же, поддерживаем с ними связь. Мы очень много проводим онлайн-сессий для потенциальных аппликантов, да, для тех студентов, которые хотят поступить на программу магистратуры, и всегда приглашаем наших выпускников, потому что они делятся своим опытом, знаниями, да, как они проходили отбор, как они учились в рамках программы Erasmus Joint Masters. А как же мне принять участие в этой программе? Какие есть критерии, куда нужно подавать? Самый такой часто задаваемый вопрос, как принимать участие. Конкурс открывается ежегодно осенью, да, это октябрь, ноябрь, и длится прием заявок вплоть до февраля, где-то до января, то есть все зависит от той индивидуальной программы, на которую вы подаете. Вам в первую очередь необходимо ознакомиться с критерием отборов. Да. Опять-таки требования к аппликантам зависят от каждой индивидуальной программы, но в основном это знание английского языка, да, IELTS 6,5 либо 6,0, зависит от программы. Это GPA, да, то есть средняя успеваемость с университета, транскрипт предоставляете. Это рекомендательные письма, и, конечно же, вы заполняете application form, то есть форму анкеты. Да. В первую очередь заявки рассматриваются на соответствие минимальным требованиям. Да, то есть должен быть диплом, то есть обучаясь еще на 4 курсе, вы не можете подавать документы на программу, у вас на руках должен быть уже диплом, то есть аппликанты должны быть с высшим образованием. И в зависимости от программы они переходят по ссылке, загружают все свои документы и ждут уже рассмотрения комиссии. По некоторым программам проводится еще интервью, да, по некоторым программам не проводится, это все зависит от программы. Сама программа длится 2 года, да, в странах Европы, и вся фишка этой программы в том, что программа очень мобильная. Студент, обучаясь в рамках программы Erasmus Mundus Joint Masters, переезжает из одной страны Европы в другую страну Европы каждый семестр. Поэтому мы говорим, что это интегрированная мобильная программа. То есть, получается, за весь период обучения студент обучается как минимум в 2 странах Европы. Получается, он сам выбирает эти страны, когда он будет переселяться? Не совсем, он выбирает программу, а внутри программы уже расписывается, кто, какие вузы входят в консорциум. Это может быть один вуз в Испании, другой вуз в Италии, Польше и так далее. Вау, это на самом деле очень круто, и я поздравляю вас с 20-летием программы. Также я вычитала, что у Северной Европы и у Казахстана образование отличается, но также и схожести. К примеру, бесплатное образование. Но, к сожалению, статус учеников намного разнятся, я бы сказала. Потому что казахстанские студенты, их чаще видят как детей, либо же как будущие кадры для рынка труда, без собственных целей. А вот уже ученики северноевропейских вузов принимают участие в управлении своих интересующих вопросов, потому что если что-либо поменяется, они всегда имеют право голоса высказать свое мнение, и также меняется в целом подход к обучению для них. И поэтому я хотела бы задать вам вопрос. Какие же образовательные тренды сейчас вы отмечаете и замечаете?
Ну, опираясь на свой опыт работы с европейскими вузами, работы в национальном офисе Erasmus+, посещая семинары, да, Европейского Союза, я бы хотела отметить одно такое трендовое направление – это экологизация высшего образования. Это, наверное, относительно новое направление для Казахстана, но в Европе это очень активно обсуждается. Я думаю, сейчас все человечество уже как бы наблюдает, да, за природными катаклизмами, экологическими проблемами, и Казахстан, к сожалению, тоже не исключение, и мы сейчас видим, да, что происходит. Поэтому очень важно сейчас воспитывать экологически грамотную молодежь, да, экологически компетентную молодежь. Что значит экологизация высшего образования? Это внедрение экологических понятий, идей, да, принципов в образование, в образовательные процессы, в образовательные программы вуза. Только так мы можем как бы решить эту проблему, да, экологизацию. И данное направление нашло отражение и в проектах Erasmus+. Вы знаете, что помимо студентов в наших проектах участвуют еще вузы. Так вот, одним из приоритетных топиков, да, является Green Deal, так называемый, это зеленая сделка, то есть поощряются проекты, направленные на все, что связано с окружающей средой, да, изменение климата, это энергосбережение, это водные ресурсы, земельные ресурсы. Поэтому это такое прям очень актуальное, очень приоритетное направление, это экологизация высшего образования. Помимо этого, я бы хотела отметить альтернативные формы обучения. Вот, допустим, вы знаете, что такое формальное обучение, да, это то, что мы получаем в вузе, в колледже, в школе, да, то есть мы получаем какие-то базовые академические навыки, знания, и это все подтверждается соответствующим документом, да, аттестат об окончании школы, либо это диплом о высшем образовании. Но на сегодняшний день есть множество альтернативных источников, да, допустим, есть неформальное образование, это все, что получается вне системы формального образования. Допустим, вы прошли те же самые курсы в LinkedIn, да, или там, не знаю, в Coursera, сходили на курсы английского языка, это все уже неформальное образование. Также есть информальное образование, это уже самообразование, саморазвитие. Допустим, вы научились кататься на коньках, или читаете очень много книг, либо прослушиваете аудиокниги, это ваше самообразование. Поэтому, учитывая вот быстро меняющийся характер рынка труда, у людей возникает необходимость постоянно обновлять свои навыки и знания. Да? То есть мы живем в мире VUCA, вы, наверное, неоднократно слышали, да? Это versatile, uncertain, complex, ambiguous world. То есть это означает, мы живем в нестабильном, очень неопределенном, сложном и неоднозначном мире. Поэтому рынок труда требует, чтобы мы всегда работали над собой. Да? Ну, одним словом, это называется обучение в течение всей жизни, да? Либо обучение на протяжении всей жизни. Это не новое понятие, если так посмотреть, потому что есть в народных мудростях, даже у нас есть пословицы, да, в казахском языке «юрен де жирен», да, либо в русском языке «век живи, век учись», в английском языке «live and learn», да, то есть это наши предки уже давно это предсказали. Просто сейчас это направление приобрело еще большую значимость. Да. Я где-то читала, что чтобы быть богатым, надо быть голодным. Да, то есть это можно в прямом смысле понять, но если глубже взглянуть, это означает, чтобы быть богатым, духовно богатым, да, надо быть голодным на знания. То есть мы не должны терять свою любознательность, да, детскую вот такую любознательность, и быть всегда открытыми к новым знаниям. Вот такие тренды я бы отметила. Конечно, много еще дополнительных трендов. Это микроквалификации, это stackable degrees, то есть наращиваемые степени. И это все влияет на систему образования. Сейчас вузы, наверное, уже трансформируются, они переосмысливают свою роль. Да, вот в чем роль вузов на сегодняшний день? Это же не просто там трансфер, передача готовых знаний, да, потому что знания я могу получить в интернете. Да. Качество этих знаний, конечно, другой вопрос, но тем не менее сейчас очень много альтернативных источников знаний. Поэтому я бы отметила роль вузов по социализации молодежи. Вот вы представитель, наверное, поколение альфа, да, вот. Нет, Z. Окей. Но мы сейчас больше вот работаем с поколением альфа, да, и они, это дети смартфонов, да, они очень сконцентрированы на себе.
Поэтому сейчас роль вузов – это больше вот социализация молодежи, да, это воспитывание, привитие таких качеств, как эмпатия, да, социальная активность, социальная мобильность, ну, учитывая вот специфику подрастающего поколения. Поэтому вузы сейчас пересматривают свою роль, да, то есть это не просто трансфер знаний, а это больше, чем это. Социализация очень важна. Но что насчет нашего будущего? Как данные тренды помогают подготавливать учеников к вызовам будущего? Вы правильно отметили, как раз-таки сейчас, наверное, основная функция вузов – это подготовить подрастающее поколение к вызовам, подготовить их так, чтобы они адекватно и правильно реагировали на современные вызовы, да, чтобы они были чуткими к переменам. Да, это умение адаптироваться к быстро меняющемуся миру, умение приспосабливаться, умение быть agile, то есть гибким, да, к изменениям. Поэтому скорее вузы сейчас учат не практическим знаниям, а уже гибким навыкам. Да, абсолютно верно. А сколько стоит высшее образование за границей и насколько оправдана эта миграция за знаниями? Ну, обучение в странах Европы, как правило, дороже, да, для нерезидентов. Ну, я могу ошибиться в цифрах, это где-то 18 тысяч, наверное, долларов в год. Поэтому есть вот такие вот международные программы, как Erasmus, есть и другие международные программы. Мы всегда говорим почему-то об оттоке мозгов, да, brain drain, но есть еще такое понятие, как циркуляция мозгов. То есть наши студенты едут в рубеж, чтобы обучаться, но они потом возвращаются, они мигрируют, циркулируют по всему миру. Это уже общепринятая практика, это нормально, да, это не есть что-то негативное, но они же потом возвращаются в страну, они трудятся во благо развития своих стран. Поэтому я думаю, что это очень такое благородное, да, дело обучаться за рубежом и вернуться и трудиться во благо своей страны. Очень многие выпускники возвращаются и дальше продолжают обучаться, либо они устраиваются на работу, кто-то наукой занимается, кто-то академической деятельностью, это, ну, все зависит от того или иного направления. Но в целом это всегда положительная тенденция, да, это всегда мозги, да, это талантливая молодежь, которая будет приносить пользу своим странам. В чем же отличается европейское и казахстанское образование? Ну, наверное, если вот именно говорить в рамках программы магистратуры, это больше, наверное, направлено на самостоятельное развитие молодежи, да, то есть у студента, как обычно, бывает руководитель, но это не как в нашей стране, да, то есть вам не дают готовые знания, вы больше должны сами изучать, сами исследовать, то есть человек, студент больше проводит самостоятельную работу, да, то есть к нему относятся как к взрослому, зрелому человеку. Наверное, самое первое отличие заключается в этом, да, в подходе. Ну и далее очень много отличий, но и очень много сходств. Тем более Казахстан находится с 2010 года в европейском пространстве высшего образования, да, так как он подписал Болонскую декларацию, поэтому Казахстан транслирует, берет все преимущественные признаки направления европейского пространства и транслирует это в страну. Поэтому, наверное, сейчас уже больше сходств, чем отличий между двумя регионами. Лучшие практики, да, безусловно, транслируются в казахстанские вузы, тем более в рамках Erasmus у нас было реализовано более 60 проектов, да, направленных на повышение потенциала сотрудников, в целом на совершенствование системы высшего образования. Поэтому очень большой трансфер опыта и лучших передовых практик реализуется именно в рамках программы Erasmus+. То есть, как я говорила, программа Erasmus+, она очень обширная, масштабная, и внутри программы Erasmus+ есть очень много направлений. Да? Наши вузы могут участвовать вот, в capacity building, это повышение потенциала. Есть также вот, международная кредитная мобильность, в рамках которых мы направляем студентов, сотрудников в европейские вузы. Есть еще проекты Жан Моне. То есть это все эти программы, как винтики, да, вот в целой системе, они все содействуют совершенствованию системы высшего образования в целом. Поэтому я и говорю, что идет очень большая трансляция опыта от европейских вузов к казахстанским, и не только казахстанским, другим неевропейским странам. Но
Несмотря на этот опыт знаний, я также хотела бы сказать об обмене языков и поговорить насчет баланса языков. Ведь изучение языка позволяет людям расширять свой кругозор и также общаться с людьми со всех точек мира. Но также, погружаясь в данную новую культуру, в новый образ жизни, помогают подкасты. Ведь я бы сказала то, что они создают такую среду, которую ищут люди. А вы сами смотрите подкасты? Подкасты я смотрю очень редко, признаюсь, но по поводу языка, да, это очень хороший момент. Если опять-таки говорить в рамках программы Erasmus+, знание английского языка — это как бы must-have, да, это самое первое и основное требование. Но если вот вы посмотрите программы Erasmus Mundus Joint Masters, там всегда пишется, говорится, что знание еще одного иностранного языка, языка стран Европейского Союза, это приветствуется. Поэтому я очень призываю молодежь, молодых людей изучать иностранные языки. Потому что, как вы отметили, изучение знаний иностранного языка, это, конечно же, расширяет кругозоры, горизонты, это новые возможности, это знакомство с новыми культурами, странами и так далее. Поэтому вкратце я бы сказала, что английский — это must-have, а еще один иностранный язык — это nice to have. А какие языки более популярны среди учеников Erasmus+? Я отмечу популярные страны, да, вот по Erasmus Mundus Joint Masters. Это обычно Франция, Испания, Италия, Польша. Очень много наших студентов владеют испанским языком, он становится очень популярным языком. Поэтому, скорее всего, да, это испанский, потом французский, ну, после английского, конечно. А какие страны Европы представляют привилегированные, возможно, какие-нибудь функции, либо возможности для учеников, если обучение происходит на государственном языке? Может быть, это немецкий, польский будет? Да, но очень поощряется знание вот языка той страны, куда едет студент. Обычно это Франция, да, то есть очень как бы приветствуется знание французского языка, если вы едете во Францию обучаться. Но в целом в рамках программы Erasmus Mundus Joint Masters языком обучения является английский. Но опять-таки знание языка той страны, где студент будет обучаться, конечно же, это не помешает. Это очень хорошо. А сейчас же я хотела перевести немного тему на уже индивидуальный подход к ученикам. Ведь современные ученики, они могут выбирать свой спектр знаний, они могут выбирать предмет, который им нравится, и степень даже их изучения. И иногда они могут переоценивать свои возможности, я бы сказала. В таких случаях очень важны менторы и наставники. Я и сама пользуюсь услугами ментора. Как вы думаете, какую роль играет ментор при обучении учеников? Я думаю, что в жизни каждого человека ментор, либо такая ролевая модель, да, играет очень весомую, большую роль, и это счастье, либо удача, когда человек встречает хорошего ментора. Для кого-то это преподаватель, для кого-то это родитель, да, либо мать, отец и так далее. Но в рамках Erasmus Mundus Joint Masters я не скажу, что у нас прям есть формальная программа менторства, но когда мы проводим наши ивенты, да, предотъездная ориентация, мы называем pre-departure orientation, мы связываем наших вновь поступивших стипендиатов с текущими студентами программы Erasmus Mundus и с выпускниками программы Erasmus Mundus. И вот эта связь, менторство у них проходит как бы естественным путем, да, это нормальное явление. Тем более они начинают взаимодействовать с выпускниками и студентами в рамках различных сообществ, да, ассоциаций. Есть еще Erasmus Student Network, может, вы слышали. Поэтому менторство у нас вот так проходит, ну, неофициально, да, в рамках сообществ, где работают наши выпускники. Для меня, наверное, примером является моя мама, ну, для многих, наверное, которая всегда поддерживает меня, подсказывает. Очень важно, наверное, чтобы в жизни у человека была ролевая модель. Это тот человек, на которого ориентируется. Поэтому я всегда ориентируюсь на свою маму. Ну, я думаю, у казахского народа очень много таких сильных представительниц, да, это и талантливые музыканты, актрисы, герои Советского Союза, да, как Маншук Маметова или там Алия Мулдагулова. Поэтому у каждой из этих женщин можно брать что-то для себя очень полезное. А обучение за границей, на самом деле, бывает немного даже грустное, и поэтому ученики начинают общаться со более старшими учениками и с другими. А
И мне кажется, что это даже не только академическая нагрузка, но и ментальная. Были ли у вас случаи, когда ученикам требовалась психологическая помощь? Ну, я не припомню таких случаев, но я помню, когда мы проводили сессию со студентами, да, Erasmus Mundus Joint Masters, одним из таких, вызовов, да, наши студенты отмечали homesickness, то есть это когда они скучают по дому, да, они не могут привыкнуть к новой среде и так далее. Но это временное явление, как только студент погружается в академическую среду, в студенческую жизнь, находит себе новых друзей, эта проблема уже как бы отпадает. Но вы правы, да, с начала программы, наверное, когда только студент начинает обучаться, это как бы вызов, поэтому у студентов, наверное, вырабатывается качество как стресс-менеджмент, да, способность справляться с такими стрессовыми ситуациями. У программы Erasmus+, история начиналась еще с 1987 года. У нее сформировались собственные традиции и уставы. Как часто вы рекомендуете данную программу своему близкому окружению? Я вообще думаю, что вот будущее поколение, нынешнее поколение — это граждане мира, да, то есть вы циркулируете по всему миру. Сейчас мы живем в мире, где нет границ, да, boundaries, поэтому очень много возможностей у нынешней молодежи. И я думаю, вот для студентов вот такая рекомендация всегда работать с международным отделом, да, потому что международный отдел в вузах — это тот contact point, да, лицо, международники, где есть очень актуальная информация по всем международным программам. Да, это не только Erasmus, не только Болашак, но и все остальные программы зарубежных посольств и так далее. А как это влияет на личное и профессиональное развитие человека? Благодаря обучению за рубежом, наверное, вырабатываются очень хорошие такие качества, способности. Во-первых, это навыки межкультурной коммуникации, да, потому что, обучаясь за рубежом, студенты взаимодействуют с представителями других культур, да, других народов и других стран. И это в первую очередь развивает навыки межкультурной коммуникации. Далее это, конечно, языковые навыки, да, вы улучшаете свои навыки английского языка, либо испанского языка и так далее. И, наверное, еще эмпатия и толерантность, да, то есть вы видите представителей других культур, вы учитесь их понимать и принимать. То есть в личностном плане это дает очень такой большой колоссальный рост, да, личностный рост. В профессиональном плане это толчок к карьерному росту, это расширение своих связей, да, networking, это установление полезных связей, то есть очень много преимуществ обучения за рубежом. В этом году программа Erasmus Mundus отмечает свой 20-летний юбилей. В рамках этого мероприятия, то есть в честь этого юбилея, будет проводиться большая конференция 27 и 28 мая текущего года в городе Брюссель. Казахстанские участники могут подключиться онлайн к этому мероприятию. Очень много будет панельных дискуссий, постерных дискуссий с участием наших аламников, выпускников, студентов и политиков. Поэтому я призываю всех принять участие в данном мероприятии. Это программа Erasmus Mundus. А вот Erasmus, сама программа Erasmus, да, это программа действует уже более 35 лет. Да, чтобы мы не путали Erasmus Mundus и Erasmus. Она была основана в 1987 году Эразмом Роттердамским. Программу назвали в честь голландского теолога, мыслителя, философа, которого звали Эразм Роттердамский. И он как раз-таки вкладывал очень большую энергию и финансирование в образование, поэтому в честь него и назвали эту программу. А теперь давайте проведем блиц-опрос, в котором вам нужно будет выбрать один вариант ответа. Весна или осень? Осень. Почему? Потому что я родилась осенью, это моя любимая пора. Английский или испанский? Английский. Глобальный язык. Лингва франка. Фриланс или офис? Офис. Почему так? У меня был опыт фриланства, и мне все-таки не хватило такого человеческого общения. Студенты или эксперты? Студенты. Студенты
но при этом вы выбрали для этого офис. Да, одно другому не мешает. Студенты, потому что у студентов всегда есть такая любознательность, они всегда готовы учиться. Это молодежь, это новые идеи, инновационные идеи, поэтому студенты. Значит, для вас самый главный коннект. Да. Счастье или успех? Счастье. Улыбка или смех? Улыбка. Прогулка или поход в гости? Прогулка или Поход в гости. Поход в гости? Нет, прогулка. Ну и напоследок я традиционно задаю один и тот же вопрос. С какой ценностью вы себя ассоциируете? Сложный вопрос. Я, наверное, очень такой домашний человек, семейный человек. Для меня самое главное — это семейный уют и гармония. Гармония. Я была рада, что вы пришли. Спасибо вам большое за ответы. Мне было очень интересно узнать ваше экспертное мнение насчет образования и его трендов. А я хотела вам напомнить о том, что наша крутая программа поддерживается представительством Европейского Союза в Казахстане. Всем пока! Все,